Владивосток – город сравнительно молодой. Младше нашего Якутска на четверть тысячелетия. В древности тут жили легендарные кидани, а затем джурджени. На все их города были разрушены монголами, и начиная с XIII века территория пришла в запустение. Только в 1860 году транспорт сибирской флотилии «Манчжур» под командованием капитан-лейтенанта Шефнера доставил в бухту Золотой Рог воинское подразделение для основания военного поста, который теперь уже официально получил название Владивосток, то есть владеть Востоком. Что бросается в глаза, так это обилие автомобилей, и притом автомобилей с полным приводом. Но это благо, видимо, создает большие проблемы многим горожанам. Много чего интересного во Владивостоке, но нас поразил резной шкаф с книгами «Народная библиотека». Появился книжный шкаф по воле энтузиастов 5 лет назад. Получив имя Есенинский, зажил собственной жизнью. Ваша библиотека организовала, да? Вы Аксакова принесли вот здесь, это, чтобы в городе читали, да? Положили? Ну, это, знаете, в некотором роде очень давний родственник мой. Да? Автор? Ну ладно. Правда? Можете сказать якутянам что-то такое, чтобы мы якутские тоже организовали такие движения? Ой, ну знаете, это очень здорово. Сюда каждый день приходит очень много народу, что-то приносят. Очень хорошо, это здорово. У нас, по-моему, 3 в городе таких ящиков. Ну, может быть, больше, я не знаю. Вам спасибо. Я министр культуры Якутии. Буду рад, что у вас такая инициатива есть. И у нас якутский, если сделаем, это будет хороший, Да, хороший такой, да, шаг. Здравствуйте. Здравствуйте. Как дела? Как дела? Рад видеть. А почему самоглавный Есенинский шкаф? Ну, я думаю, это условно. Просто Есенин великий русский поэт, поэтому, видимо. Не, кто-то организовал. Но это давно у нас организовано. Здесь у нас есть на Суханова такой шкаф стоит. В принципе, в Владивостоке таких шкафов, наверное, мест 5. Люди с удовольствием читают Приносят. и приносят, меняют литературу, свое ставят. А книгачей, наверное, находят тут какие-то эти. В общем-то, вы же с нами знаете эту проблему сегодня, да? Да. Читать стали меньше, особенно молодежь. А вот это такое великое богатство, когда открываешь и работают все степени памяти, зрительное, да, умственное восприятие, еще, так сказать, скажем так, ощущения, наверное, как никогда. Здорово. Единственное, когда дожди, так сказать, как-то стараются немножко прятаться. А так выносят всегда. В солнечную погоду люди с удовольствием читают. Александр Григорьевич Брюханов, директор Краевой библиотеки, большой интеллектуал и знаток творчества Андрея Борисова, организовал в библиотеке встречу с метром. Андрей Савич виртуозно провел мастер-класс, но это тема уже другой передачи. Мы решили эту встречу показать отдельно. То, что отсюда начинается театральный марафон, в этом есть высокий символ, смысл. Работы, посмотреть, у нас есть, что нас объединяет. Это пути, история нашей жизни. Спасибо всем, кто мы есть, спасибо, что вы нас поддерживаете. Самое главное, я рад приветствовать, во-первых, своих земляков на нашей земле. Наверное, надо все сделать, чтобы им здесь было очень хорошо и комфортно. А что касается талантов якутского народа, то мы нескончаем. Начиная, так сказать, от театра оперного и заканчивая театром драматическим. Это всегда и эпос народный, это всегда история, это всегда глубоко исторические и традиционные песни. И это всегда самое главное – любовь как к своей родине, так любовь и к матушке России. В столице Дальневосточного округа Владивостоке дан старт Всероссийскому театральному марафону. Марафон станет самым масштабным проектом года театра. Событие прошло на приморской сцене Мариинского театра. Наш
Наших уважаемых гостей встречаем аплодисменты. Именно здесь происходит то, ради чего зрители с огромным желанием приходят на наше представление. Именно здесь царит магия, та самая манящая сила. Открыл фестиваль театр Олонхо обрядом благословения Алгыс. За великую русскую театральную школу, за европейский театр, кланяется поклон восточному, азиатскому, европейскому, русскому театру. Верхние боги они благословляют путь нашего марафона. А будет так, как мы сказали. Вот сейчас вот они выйдут. Нам с вами предстоит делать небольшой интерактив. Берете вот такие ленточки, привязываете. Подходим и привязываем. Делайте, как я делаю. Вот таким образом мы правда внесли свою лепту в этот путь. Спасибо большое. А теперь обратные, значит, ритуальные Марья Абаби, Ольга Юрьевна, Олег Николаевич, Владимир Славович, и там, вот, пожалуйста, на память это, храните до конца этого года театра навечно. А все это там можно откладываться на двойную уровень. Фотографируемся. Нашему великому русскому, российскому многонациональному театру Уруй! 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 С истоков обрядово ритуального исконно-классического театра Олонхо до великой классической музыки Петра Ильича Чайковского и прославленного русского балета
Открытие Всероссийского театрального марафона показало насыщенность театральной палитры России, ее уникальное, неповторимое богатство. В оргкомитете я, конечно же, рассказывал об двух идеях. Это первая идея – это фестиваль «Желанный берег», а вторая идея – это духовный трансит, который бы в годы театра бы очень подходила. Я представил карту, и вот сейчас вот то, что марафон начинается от Дальнего Востока, от Владивостока и до Калининграда, мы назвали, что от желанных берегов Тихого океана до желанного берега Балтийского моря продлится этот марафон. И карта, она почти полностью совпадает с нашей картой духовного трансита. Поэтому мы рады, поскольку сама идея, значит, оказалась очень правильной, и она подхвачена всей театральной общественности. И поэтому и наш театр «Алан-Хо» удостоился такой чести открывать старт этого марафона. Соответственно, когда театр «Алан-Хо» сделал алгыс этому пути марафона, то и министр культуры, и Мединский, и зампред правительства Голодец, и советник президента по культуре Толстой, и Калягин, и вся театральная общественность, которая собралась, они даже без перевода поняли, о чем идет речь. Вот, поэтому мы довольны, рады, что иногда идеи, они находят свою реализацию, и начало театрального марафона стало для якутского театрального искусства, тем более для театра «Алан-Хо», таким своеобразным большим пиаром только на всю Россию. Сейчас вся Россия будет знать, что театр «Алан-Хо» вместе с Мариинским театром сделал открытие театрального марафона. Кожемяка, губернатор, ко мне подходил, и мы с ним даже побеседовали, говоря о том, что вот мы, дальневосточники, показали, что можем сильно, энергично, с глубинной философией начать открытие и дать старт марафону. Поэтому театр «Алан-Хо» сейчас еще раз зазвучал уже, можно сказать, на всю театральную Россию. С этим я вас поздравляю, наш якутян, театральную общественность нашу, ну и, конечно, театр «Алан-Хо». Всероссийский театральный марафон будет длиться весь год, передавая эстафеты от театра к театру. В нем будут задействованы 85 городов России. Первым спектаклем в рамках театрального марафона стал балет «Спящая красавица» Петра Чайковского классической хореографии Мариуса Петипа. С началом Всероссийского театрального марафона. Сегодня здесь собрались люди, которые бесконечно любят театр. Независимо от того, в зрительном зале мы находимся или на этой сцене, сегодня здесь собрались те, кто однажды, оказавшись в театре, понял, вот, это моя любовь на всю жизнь. И, конечно, мы хотим, чтобы как можно больше людей в этом году, в год театра,
полюбили театр так, как любим его мы. Русский театр. Спасибо. Спасибо, друзья. 1750 год – это год открытия русского театра, первого театра в Ярославле. Наша опера и наш балет насчитывают более чем 250-летнюю историю. Мы гордимся нашей историей, мы гордимся нашими традициями, мы гордимся нашими величайшими произведениями, созданными на сцене. Но мы постоянно смотрим в будущее. И указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина 2019 год в Российской Федерации объявлен годом театра. Сегодня здесь, во Владивостоке, мы зажигаем новую звезду, которая поведет наш российский театр в будущее. Театральный марафон во Владивостоке открывает начало марафона, дает старт новому марафону во всей Российской Федерации. Здесь на сцене находится символ нашего этого года театра. И я думаю, что из ваших рук губернатор Приморского края, приняв этот символ, открывает наш марафон. Дорогие друзья, уважаемая Ольга Юрьевна, Александр Александрович, я искренне рад приветствовать на Приморской земле выдающихся деятелей театрального искусства, организаторов и участников театрального марафона. В новом статусе сегодня, статусе дальневосточной столицы, Владивосток первым из городов в стране проводит мероприятие, посвященное открытию года театра в России. И, безусловно, театральный марафон – это уникальный культурный проект, возрождающий добрые традиции этого искусства. И гостеприимная приморская сцена Мариинского театра объединила сегодня талантливых режиссеров, актеров, театральных деятелей и, конечно, творческую интеллигенцию России. И мы сделаем все возможное, чтобы ваше пребывание в нашем крае было комфортным. А Приморский край и впредь будет организовывать и содействовать проведению таких культурных мероприятий. Ведь год театра для Приморья обещает быть насыщенным. И я надеюсь, что большее количество людей сможет прикоснуться к этому прекрасному. А Владивосток в очередной раз подтвердит свое высокое звание еще и культурной столицы Дальнего Востока. Я хочу сказать, что это праздник не только театра, актеров, тех, кто здесь работают на этих сценах по всей стране. Это праздник зрителей. И прежде всего, этот год театра – это год зрителя. Я надеюсь, вы это поймете, если еще и еще будете ходить в театр. Спасибо всем, кто принял участие. А я вам желаю полюбить театр так же, как любите все вы своих детей. Спасибо вам. Что вы ждете от этого года? Повышение внимания к театру
И в первую очередь то, что больше зрителей будет. Там всякие текущие вопросы ремонтов, строительств, конечно, и так будут решаться. А вот то, что люди обратят внимание, больше заинтересуются, больше пойдут, там, оторвутся от телевизоров, там, от каких-то таких повседневных проблем, мне кажется, вот это будет главное. Согласно нашему вот этому марафону, значит, Сахалинский театр Чехова там летит на Камчатку. А вы куда? А мы летим в Биробиджан. С каким спектаклем? Везем 2 спектакля: «Муха-цокотух» и «Остров сокровищ». Специально для вас, уважаемые зрители, свое искусство подарят артисты театра «Алан Хо». Художественный руководитель, народный артист Российской Федерации Андрей Борисов. Благословение пути к желанным берегам. Сегодня дан старт театральному марафону «У берегов Тихого океана». И завершится он в ноябре у берегов уже Балтийского моря. Начался театральный марафон якутским алкусом, нашим благословением. И пусть это благословение дойдет до каждого жителя нашей необъятной Родины.